Лето подходит к концу. Детский лагерь – самое подходящее время, чтобы весело провести последние дни перед школьными буднями. Здесь под открытым небом вместе с другими воспитанниками играют в шашки София Цычоева. Свои каникулы она проводит активно. Мы просыпаемся утром и потом делаем разминку и идем завтракать. У меня очень хорошо проходит день, у нас вкусно готовят. Тут есть бассейн, а больше всего я люблю зарядку утром. Можем вот так сделать, вот так. Это уже третий поток за лето. Стартовал он 26 июля. В детском оздоровительном лагере имени Комарова отдыхают дети из разных городов и сел республики. В расписании у юных воспитанников, а их здесь 150, прогулки на свежем воздухе, игры и дискотеки. В общем, все, чтобы летние каникулы прошли беззаботно, не думая об уроках и домашних заданиях. Но забывать не стоит и о здоровье в сложный период. Об этом руководство позаботилось задолго до начала смен. Да, перед началом оздоровительной кампании основная часть, те люди, которые были задействованы в летнем отдыхе именно с детьми, вакцинировались, сдали все необходимые анализы. У нас более 75% сотрудников провакцинировались, за исключением тех, кто имел какие-то противопоказания по каким-то болезням и так далее. Также очень строго принимались дети в лагерь со всеми соответствующими документами, справками, анализами. Веселый и активный отдых за пределами интернета – вот главная изюминка летних лагерей. И если некоторые больше интересуются гаджетами, то только не Ислам Евлоев. Это второй лагерь в его списке за лето, а потому и день свой уже расписал. Времени зря не теряет, каждую минуту старается проводить весело. Играю в футбол, разные игры, хожу на площадку, развлекаюсь. Неподдельная радость здесь слышится отовсюду. Некоторые уже успели обзавестись новыми друзьями, стали более раскрепощенными. Опытные воспитатели уделяют этому большое внимание. В первую очередь это нужно для развития детей. Дети получают отличный досуг. Здесь проходят различные мероприятия, конкурсы, игры, викторины, спортивные мероприятия. Так что дети у нас не остаются без внимания. Также с ними проводятся различные конкурсы рисунков, конкурс красоты, мероприятий много. Все дети получают по отъезду грамоты за их достижения. В случае ухудшения самочувствия в лагере работает медпункт. Необходимые медикаменты, диетсредства и маски в наличии, а для любителей поплавать бассейн. Я тут научилась плавать. Сейчас летом легче. Нравится мне кататься на качелях, с друзьями встречаться. А вот что больше нравится, плавать в бассейне или кататься на качеле? Плавать в бассейне. Не знаю, нравится водичка. За полноценным отдыхом ребят следят диетолог и повара. Первые составляют меню, а вторые его исполняют. Питание в лагере пятиразовое. Ему уделяется повышенное внимание, ведь растущему организму ребенка необходима здоровая и полезная пища, богатая витаминами. Меню борщи со сметаной, вермишель, котлеты из говяжьего мяса, компот, подливы. Это меню составить трудно, 10-дневное меню хача. Диетсестра. И охотцы минут дары каждый день ходил. Цандина духол, котлеты шхол, духалтом хол, кутом шхол, чай хол. Цатаришь блюда никогда я нет. Продукты свежие хача, овощи свежие хача. Съехам свежих холчник к проблеме очень съехам. Тон дамыл тухугер, тон малезет, тон хотя за склад. Проблемы от съехам хи. Оценил меню и Мухаммад Беков. Для мальчика каждая трапеза особенно, оттого и старается не пропускать. Утром дают какао, кашу, многое другое дают. А в обед дают борщ, такие вот компоты. Как ты думаешь, почему нужно плотно кушать? Чтоб, например, если нельзя кушать завтрак, если нельзя кушать ужин, то будешь голодным потом сидеть, надо будет ждать второго ужина. Впереди у ребят 2 недели веселого и беззаботного лета в лагере. Несмотря на то, что каникулы еще не закончились и скоро в школу, многие из них уже планируют, где проведут следующее. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.